Ассаламу алейкум, дорогие зрители, гости канала. Сегодня Руслан Габбасов у себя на канале, тот самый башкорт, написал такой длинный пост, как ответ Евгению Коноплину. Есть у нас такой земляк, парень, который очень активен где-то на площадках, где обсуждаются башкирские вопросы про Башкортостан. Вот он комментирует, спорит с кем-то, с Русланом. У него эти споры иногда доходили до очень резких слов. Есть даже видео, где они спорили. Так вот, Евгений Коноплин написал один комментарий. В то время, когда у Руслана с другим Русланом была беседа на канале Аспектов, да, он написал примерно такой вопрос. Руслан, ты что, считаешь русский народ каким-то уродом, который не может создать федерацию? Примерно такой вопрос. И Руслан такой длинный пост в качестве ответа Евгению написал. Я прокомментировал так. Если бы я отвечал на вопрос Евгения, то я бы сказал только одно слово. Нет. Но все-таки я подумал сейчас и, может быть, все-таки раскрыть, чтобы вот этот мой пост не казался каким-то издевательством, что ли, чтобы люди не подумали. Вот я прямо взял и обрубил и отказываю в праве русскому народу быть таким полноценным государствообразующим этносом, который вокруг себя других собирает. Да? Все-таки, наверное, вот это короткое «нет» нужно раскрыть. Таких парней, как Евгений Коноплин, по России очень много. Парней, которые живут в национальных республиках, они часто спорят с местными народами, доказывают им, что вот малые народы почему-то не могут создавать свои государства. А таким соединяющим, скрепляющим эти малые народы элементом или этносом, или народом должны быть именно русские. Давайте на эту тему немножко поразмышляем. Во-первых, Евгений, я хочу тебе сказать. Руслан тебе написал, что русский народ в данный момент болен болезнью имперства. Не обижайся, пожалуйста, вот на это утверждение. Но так думает не только Руслан. Мы очень многие живем с этой мыслью, и мы это на себе чувствуем. Под этими словами может подписаться любой чеченец. Любой казах тебе то же самое скажет. Татары также думают. Вы просто вот, уважаемые коллеги, русский народ, поймите вы уже наконец, что мы все так думаем. А почему мы думаем, спросите вы? Вот, как говорится, сытый голодного не разумеет. И часто вот человек, который даже сам насморком не болеет, он не понимает вот ситуацию и состояние другого человека, который болеет насморком. Потому что человек так создан. Каждый живет в своей шкуре, да, извините за выражение. И он даже не задумывается о том, что чувствуют другие. Русские, они считают как-то вот чем-то обычным ставить себя всегда выше других народов, поучать, посмеяться над языком малых народов, посмеяться над их болью. Когда другие народы приходят и где-то на конференциях, где-то в своих роликах, статьях начинают говорить с болью о том, что умирает их язык, вот это, поймите, русского вообще не волнует. Вообще совсем никак. Он не понимает. Он это не представляет. Его языку ничего не грозит. Его язык звучит везде. И русский никогда не поймет вот боль человека, который видит, как на его глазах умирает язык, на котором он разговаривал в детстве. Вот человек смотрит вокруг себя, да, и видит, вот там, где звучал этот язык, сейчас звучит русский. Тех шуток, которые понимались вот его поколением, сейчас уже носители этого же народа не понимают. И много чего, просто гаснет, тухнет.
умирает. И это действительно боль. И когда вот какой-нибудь там русский брат просто априори другого человека считает младшим, считает его тупее, смеется над его акцентом, ущемляет его. Вот помните, недавно менты, извините за это слово, да, просто взяли там девушку, там увели ее в отдел, оскорбляли по национальному признаку, там какие-то обидные слова говорили. Вот вы поймите, для представителей этого народа это большое оскорбление. Я еще понимаю, был бы какой-нибудь подросток, мужик какой-нибудь был бы, тем более, если бы он сам виноват был, да, это одно. Но тут вот женщину забирают там, я не знаю, какие там слова были, насколько это правда, но это же не единичный случай. Мы наблюдали это, да, бурятку там задерживали, потом у кого-то паспорт там просили, когда, ну, у гражданки Российской Федерации, когда она спрашивает, а почему вы ко мне подходите, у меня спрашиваете, ну, извините, говорит, у вас же вот внешность такая, разве не обидно человеку? Это еще то, что вот просочилось, то, что попало в какие-то ролики, это ведь отдельные единичные случаи. Вот лично я на себе, вот я свидетельствую, как говорится, да, я тоже через это прошел, будучи подростком, только из-за того, что, ну, мы там, конечно, с другом были, у которого внешность, ну, явно не русская. Вот так забрали нас в отдел, отобрали у нас деньги, не побили и сказали, говорите спасибо. Перед нами там человека демонстративно еще побили, ну, чтобы мы сговорчивее были. Факт, что у нас просто деньги отобрали. Мы тогда, ну, подростки были, просто направлялись в Египет. Тысячи слов, тысячи примеров вот таких по России есть. Ну, конечно, такие вот, как ты, Женя, и другие русские, они этого никогда не поймут. Потому что вас по национальному признаку не ущемляют. Да, вас ущемляют. Понятно, что есть Россия, это страна богатая на насилие и ущемление. Но вот именно по этой линии вас не ущемляют. Вот, поэтому, Женя, то, что Руслан написал тебе, это то, о чем мы тоже все думаем. Понимаешь? Далее, ты говоришь, почему у русского народа нет, что ли, права там создавать федерацию? Я не знаю, это даже уже немножко наглостью попахивает. Вам Всевышний эту возможность уже давал не раз. Тем элементам, тем народам, который вот смог бы изготовить эти скрепы, простеплерить всю эту территорию, создать какие-то институты, органы власти, которые будут печься, беспокоиться об исчезающих народах, об их языках, ну, короче, и в том числе и об экологии этих народов переживать. У вас были столетия стать вот этим действительно уважаемым старшим братом, который бы все это сделал. Вы же этого не сделали. Есть известный такой писатель, вот имя вылетело сейчас. Короче говоря, у него есть ролик. Он, конечно, матом там выражается, поэтому я не могу цитировать. История, говорит, показала, что мы профнепригодны. Вот извини, но действительно вы себя показали профнепригодными людьми. Потому что после вот много веков сожительства с другими народами вы против себя настроили всех и вся, всю территорию. Все народы на вас обижены, потому что вы всегда обманывали, вы всегда нарушали договор. Там, где вы проходили, ну, оставалась выжженная земля. В плане всего. Вот сегодня даже если взять, поразмышлять про экологию, про то, как вы к людям относитесь, как вы смотрите на них свысока, как вы в своей Москве ну, ведете себя так, что как будто никто туда не имеет права приезжать. Да. Какой бы бытовой конфликт ни
происходил там с таксистами или где-нибудь на базаре, или где-то с продавцами, вы вот эту болезнь, о которой тебе Руслан попытался объяснить, вы эту болезнь обнаруживаете. Понаехали, да, вот там обидные слова. Вот даже очень-очень даже э, культурная какая-нибудь условная учительница, я не знаю, даже может быть воспитательница детского сада, обязательно вытащит вот это слово, скажет чурки, понаехали и так далее. Понимаешь? Вот вы просто настроили против себя все народы, и сейчас после этого еще просить, ну дайте нам еще возможность, давайте мы сделаем такую федерацию, все будете довольны, да, мы заново переучредим. Нет, у вас века были, чтобы что-то там переучреждать, чтобы показать себя таким адекватным человеком, не лицемером, который на завтра забывает договор, который он заключал, не вот этим притеснителем, не вот этим нацистом, не вот этим условным, скажем, условным, как же его, Дивнич, да, который создает какие-то группировки, сибирский человек, там, значит, русская община и так далее, чтобы давить людей по национальному признаку, по внешности и так далее. Что еще вам нужно? Какие возможности вам еще дать? У вас вот сегодня вам власть, между прочим, сама власть пробует давать эти возможности. Вы куда их используете? Вы используете во вред, во зло людям вы используете. Дай вам возможность, вы понасоздаете русские общины во всех городах. Да? По-вашему, не должно быть никаких других там национальных организаций. Другие, например, не могут где-то в спортзалах со своими флагами тренироваться, боксом заниматься, обучаться стрельбе. Нет, ни якуты, ни татары, ни башкиры, ни тем более кавказцы этого не имеют права делать. А ваши русские общины... И еще вот такая особенность, кстати говоря, почему-то вот русская община, ладно, они были бы такими, говоря уличным языком, четкими пацанами, которые, ну, за справедливость, да, не за ненависть какую-то, за, ну вот, короче, какими-то хорошими делами заниматься. Нет, вы же становитесь рядом с притеснителями, с полицейскими, начинаете ходить, преследовать, искать людей азиатской внешности, да, ну, вот такими же, значит, полицейскими, спецслужбистами, про которых вы вроде бы до сих пор говорили какие-то плохие вещи, ругали, говорили, что они притеснители, там, не дают людям свободы, митинги разгоняют, там, бабушкам сапогом в живот пинает, да, вы же их ругали, вы, либералы. А когда вам такую возможность дали, самим пинать кого-то, самим облачаться в какие-то одежды, стать какими-то группировками, вы превращаетесь в русскую общину. Еще сейчас вы приходите и говорите, ну давайте там, почему вы считаете нас таким народом, что мы бы не построили ничего такого хорошего, справедливого. Да, ну мы так считаем, потому что мы этого никогда не видели. Вам давали возможность, другие народы с вами договора подписывали, вам ваши власти давали кучу возможностей, создавали вам всякие спортзалы, да, вы их превращаете же в нацизм, вы превращаете их в штурмовиков Гитлера. Поэтому нет, все уже, все, что можно было с вами попытаться делать, мы уже попытались. Мы от вас просто устали. Вот почему, я уже завершаю, да, почему вы ко всем пристали? Почему вы всем хотите быть братьями старшими? Оставьте людей в покое. Пусть они живут, пусть они учреждают свои республики, свои независимые государства, живут как хотят. Не надо к людям лезть со своей правдой. Вы же ненавидите и кавказцев, и мусульман. Короче говоря, пугаете всех, да, что дай им волю, они там друг друга перережут, что они вот как бы люди, которые никогда ничего хорошего не создавали, что, короче, мы ужасные, а вы такие прекрасные. Вы же ненавидите нас. Ну давайте просто разбежимся и все.
И ладно, и, как говорится, я последнюю такую мысль скажу. Это и вопрос, и мысль, наверное, одновременно. Почему вы думаете, что вот там, где вы являетесь старшими братьями, только там будет порядок, а где будут там другие народы, там будет какая-то кровь, э, кровавая баня, да, мясорубка. Вот я приведу пример. А если бы, например, не государство образующим народом, там, костяком были не русские, а, например, татары, неужели вы думаете, что они бы хуже вас управляли? С чего? Татар немало, интеллектуально развитые, добрые люди. Посмотрите деревни татарские. Вот просто сядьте в машину и проедьтесь по России. Обратите внимание, как живут русские в своих деревнях, да? Какие там ужасные дома, умирающие села, какая там преступность. И обратите внимание на татарские села, на татарские города, на те места, где преобладают именно татары. Мне кажется, вот, татары, если бы они стали управляющим костяком, вот просто, я не знаю, какой-то общий договор коллективный, как подписали все и дали татарам все рычаги власти, пусть президент будет татарином, да, пусть вся там силовая верхушка, какие-то там управляющие будут именно татары. Вы думаете, хуже было бы в России? Вот лично я так не думаю. Мне кажется, прекрасно. Они, наверное, те деревни, те села, которые вот сегодня они умирают, наверное, бы татары воскресили бы, создали бы. И была бы еще и дружба межнациональная, была бы справедливость. И не было бы татарских общин по подобию вот русских общин, чтобы там бить, например, людей из-за того, что у них славянская внешность. Вы сильно боитесь чеченцев, да? Но вот мне кажется, что если бы то же самое дали бы чеченцам, чтобы чеченцы именно этой страной управляли, мне лично кажется, что порядок там тоже был бы не меньше, чем то, как я вот нафантазировал, как татары прекрасно управляли бы Россией, так и чеченцы, наверное, бы тоже прекрасно управляли, и любой другой народ. Вот так вот воспримите наши мысли. Я надеюсь, на часть вопросов Евгения Коноплина и людей, похожих на Евгения Коноплина, я ответил. Всем благ. Ассаламу алейкум.